день, друзья! В эфире программа, где мы учимся понимать язык своих друзей, своих коллег, своих детей. Ведь что может быть проще и что может быть сложнее? Понимать друг друга с полуслова, с полужеста. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телешоу «Телеактивно». И с вами ее ведущие Елена Андреева и Ларина Сукуева. И мы рады представить наших сегодняшних игроков. Сегодня вместе с нами играют Ассамблея школьников молодежного парламента при Государственном собрании Ил-Тюмен Республики Саха-Якутия. Итак, давайте поприветствуем первую троицу активистов. Это Афанасий Габышев, ученик 10 класса школы номер 5 города Якутска. Виктория Захарова, ученица 9 класса школы номер 16 города Якутска. И Амелия Колосова, ученица 9 класса Якутской национальной гимназии. Добрый день, ребята! Очень рады вас видеть в нашей студии. Как вы назвали свою команду и какой девиз вы придумали? Наша команда «Фемидовцы». Наш девиз «Ты не прав, если не знаешь своих прав». 17-летний Афанасий Габышев в своей родной 5-й школе любит историю и обществознание, и эта любовь год тому назад привела его в ассамблею школьников молодежного парламента при Ил-Тюмен. Там ребята инициируют законотворческие проекты. К примеру, у них уже есть проект по поправкам федерального закона молодежной политики, а также поправки в федеральный закон об образовании. Афанасий очень увлечен написанием проектов, даже считает это своим хобби. Причем пишет он их исключительно в ночное время. Именно тогда к нему приходит законотворческая муза. Так у него уже готов проект «Дипломатия молодежи». Виктория Захарова, ученица 9 класса школы номер 16 города Якутска, попала в ассамблею школьников по совету своего научного руководителя, который сразу же увидел в Виктории потенциал и любовь к обществознанию и праву. Но при всем этом девятиклассница на ОГЭ будет сдавать физику и информатику. Девушка объясняет это тем, что она человек разносторонний, который многим интересуется и увлекается. Ассамблея школьников молодежного парламента при Ил-Тюмен существует уже 3-й год. И с самого ее основания в ней состоит Амелия Колосова, ученица Якутской городской национальной гимназии. Так, за это время девушка инициировала проект по Арктике, внесение предложений по сохранению традиционной культуры и самобытности арктической зоны Российской Федерации. Лично Амелии эта тема близка, потому что она и ее родственники по национальности эвены. Сейчас, помимо занятий в ассамблее, девушка усиленно готовится к ОГЭ. Еще она любит читать и увлекается народными танцами. А сейчас приглашаем вторую команду, которая представляет Ассамблею школьников молодежного парламента при Ил-Тюмен. Это Амалия Калинина, ученица 9 класса школы номер 26. Ангелина Реброва представляет классическую гимназию. Лилия Заровняева, ученица 10 класса школы номер 5. Мы очень рады вас видеть в нашей студии, название вашей команды и, возможно, девиз. Наша команда правоведы. Правоведы, да. Где права, там и ответственность. Девятиклассница школы номер 26 Амалия Калинина из всех школьных предметов любит историю, географию и обществознание. И в будущем планирует поступать на юридический. Увлекается чтением книг, предпочитает русскую классику. А из последнего в душу запала повесть Карамзина «Бедная Лиза». Яркая участница нашего шоу Ангелина Реброва. Ученица 11 класса городской классической гимназии, увлекается музыкой и раньше выступала в музыкальной группе в качестве вокалистки. Школьная группа Lost in Paradise в основном играла в жанре инди, пробовала себя в джазе и блюзе, но последние оказались им не по зубам. Помимо музыки, Ангелина увлекается спортом, она член школьной сборной по волейболу и баскетболу. Кроме того, она бывший президент классической гимназии и незаменимая общественница. Лилия Заровняева учится в 10 классе в школе номер 5 города Якутска. Она любит танцевать, рисовать и петь. А в школе больше предпочитает литературу и английский язык. С ребятами познакомилась относительно недавно, ведь в составе ассамблеи школьников молодежного парламента она всего пару месяцев, но ей уже безумно все нравится. А правила игры таковы: все участники разбиваются на 2 команды. Команда красных начинает игру первой. И чтобы определить, кто приступает первым, каждой команде будут заданы по 3 вопроса из школьной программы. Вопросы будут заданы рандомно и по таким школьным предметам, как математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе.
Вопросы задают учителя якутских школ. Если же команды дадут одинаковое количество верных ответов, капитанам предложат бросить кубик, чтобы определить, кто приступает к игре первым. Далее игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразы, указанных на карточке, при этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда слово или фразу угадала. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисть и карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке увидите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. По пути на поле игроку может попасться клетка телеактивно. Это значит, вам будет дано задание «Стоп-кадр», где вы должны угадать название фильма или сериала. А если брошенный вами кубик покажет цифру 6, вам придется ответить на вопрос преподавателя филологического факультета СВФУ. Эта же участь ожидает игроков, если в конце игры ходов осталось меньше, чем на выпавшем кубике. В этом случае игроки выполняют два задания. Пантомиму – это завершающая клетка игрового поля. Вторым заданием станет филологический вопрос. Прежде чем приступить к основной игре, мы сейчас проверим ваши школьные знания. Не зря вот мы все спрашивали, какой предмет вам нравится. Чтобы определить, какая команда начнет первым, мы зададим по 3 вопроса из школьной программы. А вопросы будут заданы совершенно рандомно по таким школьным предметам, как математика, история, биология, химия. И поэтому вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. Так что пожелаем удачи. Вопросы задают учителя городских школ. Может быть, среди них вы узнаете своего любимого, знакомого учителя, а может быть и нет. Если так получится, что команды заработают одинаковое количество очков, в этом случае капитаны команд, наверное, вы уже определили, кто из вас капитан команд, будет вынужден бросить наш кубик, и у кого будет цифра старше, то, собственно, и начнет игру первым. Первым у нас всегда начинает Команда красных. Итак, поскольку в эту студию вначале мы пригласили команду «Фемидовцы», вопросы школьной программы, сначала звучит для вас. Внимание на экран. What is the capital of Great Britain? Вопрос от учителя английского языка. Ответить нужно, наверное, тоже на английском. Или She say have a big brain. Окей. Yes. Говори. Okay. Yes. Capital of Great Britain it's London, right? Is London. Ну, говорят не Лондон, а Лондон же. Насколько я помню английский язык. Так, давайте сверимся с учителем английского языка из 3-й школы и проверим ваши знания в географии английского языка. The capital of Great Britain is London. Лондон. И я была права. Лондон. Так, второй вопрос для команды правоведы. Пожелаем удачи вам. Сколько субъектов в Российской Федерации? Ой, мамочки, субъектов. Кто географию любил? Я субъектов Российской Федерации. Сколько субъектов? Примерно Не подсказывай. засчитываться будет, если примерно? Примерно нет, точно. Надо точно. Точный ответ. Вариант Правоведы. субъекта Российской не помню. Недавно были изменения, кстати. А вы не знаешь? 4 больше стало. На 4 больше стало. Так, Афанасий, не подсказываем. 6. Так, ваши варианты нужно дать уже Российской какой-то ответ. Федерации. Так, ну, наугад давайте тогда. Ну давай не больше 30. Не. Точно, Ну ладно, давайте давай точную цифру нужно. Точную цифру. 26. 34. 36.
Афанасий, прямо подсказывайте. 42. Так, и ваш ответ 42. Давайте сверимся с учителем из третьей школы и узнаем, какое же количество субъектов Российской Федерации. В Российской Федерации 89 субъектов. Да. 89. А 36 это улусов нашей. Все, Так, второй вопрос из школьной программы звучит для команды фемидовцы. Внимание на экран. Назовите денежную единицу и весовую меру древнерусских земель. Использовалась, в частности, для измерения меры серебра и золота. Кто нас Может, если земли измеряли, там же 39-е царство, нет? Типа, Нет, подожди, это из сказки. Сейчас. Куды? Подождите. Куды? Вот это же Что было типа еще? рука, потом вот Это это что-то вот это. Нужно было, золото, потом нога. вот это. Что? Там что измеряют? Золото? Серебро. Нет, давайте скажем пуды. Нет, пуды нет. До сих пор используются пуды. Да. Верст, наверное. Верст — это у нас расстояние. Так, а вопрос был, по-моему, про денежную меру. Да, А, денежная. Да. Пуды Верста? тогда? Верста. Нет, пуды. Пуды. Знаете, пуды? И ваш вариант пуды. Давайте сверимся с учителем истории и узнаем, так это или нет. Денежная единица и весовая мера древнерусских земель – гривна. Что? Гривна? С учителем истории не будем в нашей программе спорить. Вы можете потом после Я к ней проверить приеду домой. в интернете или спросить у своего учителя. А вопросы школьной программы теперь звучат для правоведов. Внимание на экран. Кого искали мужики в поэме Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»? Самого счастливого человека. Что? Самого счастливого человека, по-моему. Так, Никому- Лилия взяла Николай на себя Некрасов. ответственность. Вы согласны? Ангелина, Амалия, вы Я согласны? поняла вопрос. Кого искали на кому на Руси жить? Да, кого искали мужики? Мужики, да. По-моему, да, там был самый счастливый человек. Вроде так было. Или кто больше зарабатывает, нет? По-моему, счастливый. Лилия очень уверенно Тебе сказала. доверюсь. Давайте. Да? Самый счастливый. Сверимся с учителем литературы. Мужики в поэме Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» искали счастливого. Верно. Один балл. Один балл у правоведов и 1 балл у фемидовцев. Так, и последние вопросы из школьной программы. Внимание на экран. Как называется угол, смежный углом треугольника при данной вершине? Продолжение. Нет, смотри, вот есть треугольник, да? У него есть высота, и высоты Нет. вот здесь угол. Там не главная высота. У тебя есть вот треугольник, и смежно с ним это вот здесь вроде бы, да? И оно вот так идет продолжение, типа, нет? Нет, Не касается. продолжающий угол вроде бы, да? Ну, Какой угол, типа? Ну, мне кажется, вертикальный угол. Меня учитель математики не идет. Так, Ваш и ответ? Вертикальный. Нет, Вы согласны? А нет, Продолжающий, один же угол. Продолжающий, да, Продолжающий. 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 А есть такой вообще? продолжающий угол, да? Да. Давайте сверимся, уточним. Этот угол называется внешним углом треугольника. Это же логично. Ангелина знала, да? Так, и последний вопрос теперь звучит для вас. Внимание на экран. Что такое ВВП и ВНП? Может быть, вам Это что-то знакомое. ваш любимый вопрос. Внутренний, воловой внутренний продукт и национальный... Я не помню точно. ВВП и что еще? ВНП. ВНП. ВВП и ВНП. Это валовый внутренний продукт. О, Господи, если учитель по истории меня это видит, он меня убьет, мне кажется. И ВНП — это Афанасий знает, да? национальный... Есть такой напряженный. Ответит, не ответит, да? У меня сверлит взгляд. Не говори этого, не говори. Национальный воловой продукт. Вроде так было. А второй? Ну, вот вот национальный на- воловой А продукт. первый? Воловой внутренний продукт. Мгм. Давайте сверимся с учителем обществознания вообще не знаю. и узнаем, так это или нет. ВВП – это внутренний валовый продукт. Это стоимость всех товаров, которые произведены в стране. А ВНП –
Это стоимость всех товаров, которые произведены внутри страны, также и внешне. Ну, будем считать, что вы ответили на этот вопрос. У вас 2 очка в запасе. Команда правоведы присаживается на красный Красная команда, диванчик, а фемидовцы на синяя синий. команда. Меняемся местами. Все поняли правила игры, итак, мы начинаем. Команда красных кидает кубик первой, и таким образом мы определим, какое задание ей попадется и сколько шагов она сможет сделать в случае успеха. Если так получится, что ваш кубик покажет цифру 6, вам придется ответить на вопрос от преподавателя филологического факультета СВФУ. Эта же участь вас может поджидать в конце игры. Если так получится, что ходов у вас осталось меньше, чем показал кубик, вам нужно будет справиться сразу с 2 заданиями. Первое задание – это последняя клетка нашего игрового поля пантомима. И второе задание – это, опять же, вопрос от нашего филолога. Чтобы выиграть, нужно справиться с 2 заданиями. На каждый ответ вам дается по 45 секунд. Команда красных стартует первыми. Капитан команды Ангелина или кто? Бросайте кубик первыми. Просто бросить, да? Да, просто Какую бросить. Вы цифру стартуете. хотели бы? Какую цифру? Ага. Какую цифру? Давайте. Может, 3? Где он тут? Давай. А если я просто брошу, он так приземлится, вы Попробуйте. Попробуйте. Не всегда это выходит. А нет, в любом случае. 3. Это я Так, отсюда, да? вначале, Ангелина, вы подходите к нам. Выбирайте любую карточку, которая вам понравится. У нас пантомима. Пантомима, желтый фон и на желтом фоне маску. Я вам подскажу, своим девочкам не показывайте карточку. Так, вам нужно будет изобразить без слов и звуков вот это слово, чтобы ваши девочки поняли. Угу. Запомнили, да? Поехали. 2. Думает, пишет что-то. Отвечает... Двоечник? Двоечник. Да, верно. Здорово, 10 секунд понадобилось, чтобы вы угадали. Так, Ангелина, вы можете теперь уже двигать свою фишку на 3 шага вперед. Ваша фишка красного цвета. Красного цвета. И Считаем. Раз, два, 3. Супер. Игра у нас стартовала. Команда синих продолжает Фемидовцы, игру. пожалуйста. Командир вашей команды. Почему вы забрали у Афанасия очки? Это мои очки. Я ничего не вижу в них. Так, бросайте. Бросаете кубик. Какую цифру хотели бы? Так, 4, наверное. 4. Это у нас говорение, да? Но если это получится. 3. Тоже 3. И Пантомима. тоже Виктория Пантомима. Пожалуйста. Выбираем карточку. Нужно будет без слов, без звуков показать это, чтобы ваши ребята поняли. Поехали. Галстук? Да, галстук. 5 секунд понадобилось. Конечно, это галстук. И 3 двигайте шага вашу вперед. фишку. Раз, два, 3. Так, Команда красных, команда пожалуйста. красных, продолжайте. Кто бросает кубик? Очки. Амале. Надеемся на 6. Пятерка. 5. Раз, два, 3, 4, 5. 5. Кот в мешке. Кот в мешке. Присаживайтесь. Присаживаюсь. Так, вам выпала центральная клетка телеактивно. Это кот в мешке. В данной игре вам предстоит справиться с заданием стоп-кадр. Стоп-кадр это из сериала, либо фильма. В любом случае, наверняка вы его знаете. Нужно будет угадать, о чем идет речь. Итак, внимание на экран. Откуда эта картина? Этот стоп-кадр. Стоп-кадр. Так, Афанасий и «Властелин колец». команда фемидовцы не подсказывает, угадывает у нас сейчас правоведы. Я, честно, не... Это фильм, либо сериал? Либо сериал, наверняка вы его знаете. Я не смотрела... Какие-то хоббиты, не знаю. Я не смотрела «Властелин колец». Я давно смотрела. Я не знаю, что там вообще. И кто там даже играет. Вы не смотрели «Хоббита»? Ну, я смотрела, но очень давно. Я не смотрела. Это уже, видишь, Что когда... Пускай Другое поколение. хоббиты какие-нибудь. «Властелин колец». Ну, «Властелин колец». А там же вроде много их. Ну, мне кажется, если хоббиты назовем, какой-нибудь попадем, наверное, чисто наугад. Ну, да и мне больше идей-то нет. «Властелин колец» назовем или «Хоббит»? Давай «Властелин колец». Твой первый вариант. Итак, ваш ответ. «Властелин колец». Давайте посмотрим продолжение этого стоп-кадра, и вы сразу поймете, правильно вы ответили или нет. Да?
Я его не смотрела, поэтому не понимаю. И это не «Властелин колец», это «Ведьмак». Афанасий, вы тоже не угадали? Думали, что это игра. А какой вариант у вас был? Я думал, это игра Skyrim. Ну, или Нарния, она сказала. Нарнии? Да. Кстати, ну, может быть, да. возможно, да. Похоже, но это «Ведьмак». Так, ваша фишка стоит на месте, а игру продолжает команда синих. Бросает Афоня, да? Мне так Фемидовцы. Афоня, давай. Самый старший. Тем более самый старший. Афанасий, бросайте кубик, покажите пример девочкам. 3. Опять Раз, три. два, Пантомима. пантомима. Поехали. Афанасий. Хрест? Церковь. Икона? Молится? Ну, как человек, который называется христиане и... Священник? Да, священник. 3 шага вперед. Так, Лилия угадала. Да, ваша фишка синего цвета. И 3 шага вперед. Раз. На синюю, на синюю. Синего Раз, туда синюю. и... Раз. потом дальше. Нет. 2. И 3. Ура, молодцы. Команда синих вырвалась вперед. Красные, Правоведы, давайте. пожалуйста. Она так вот двигается. Какую цифру хотели бы тоже? Думаю. 4. 4. Снова не 5. Да. 5. Хотя... И это Опять 5. И опять Может, сейчас получится. стоп Раз, кадр. два, 3, 4, 5. Да, это стоп-кадр. Да. А что это? Вы уже знаете, да? Да. Что это такое? Опять кажется, как это «Властелин колец», я говорю. Отвечаю. Нас услышали, сказали, это давайте «Властелин колец» тогда дадим. Что? И ваш ответ «Властелин колец», да? «Властелин колец». Давайте Нет, они- посмотрим подождите, продолжение этого подождите. стоп-кадра и узнаем, Ну ладно, так давайте. это или нет. Что, Гарри Поттер? Это не «Властелин колец». Гарри Поттер. Вы знали ответ? Как так, да, Афанасий? Как? Вы фанаты Гарри Поттера? пришлось посмотреть. Пришлось Да. смотреть. Пришлось? Да, меня заставили. С мамой. Заставили? Да. С мамой. Так, и это «Гарри Поттер», одна из последних частей «Дары смерти». Ваша фишка стоит на месте, и игру продолжает у нас команда синих. Давай. Амелия бросает кубик. Три. Раз, два, три. Пантомима. Подожди. Пантомима. Амелия, подходите, тоже выбираете карточку. пантомима. Поехали. А гиря, типа, Утюг. шарик, круглая. И ты его берешь, ну, типа, как гиря, что ли? Сумка. Сумка, ага. А, мешок. Что? Шопер. Сумка, но по-другому называется. Ну, по-другому Пакет. покажи. Пакет. Ага, ты берешь пакет. Держательный пакет. Пакет для покупок. Поднимаешь пакет. Уже сказала. Пакет для покупок. Виктория уже угадала. Держать пакет. Держать пакет. Да, да. Или не услышала правильный ответ. 3 Ваша шага фишка синего цвета. Он 3 шага зелёный. вперед. Раз. Зелёный. Правильно. Раз, два, 3. И словосочетание это было «держать пакет». Абсолютно верно. Команда синих уверенно рвется вперед, а красные продолжают и не сдаются. Ангелина, бросайте кубик. Так, хоть бы не 5. Какую цифру? Так, 6, 4, 5. Надо но не пять, да? Надо обогнать, да. Надо Однёрка? 6 тогда. Надо 6 хотя бы, но не 5. Как там стройка получилась же, надо 6 тоже. А, Так, и это пантомима, Пантомима. Ангелина. Поехали. Мне самой Кольцо. интересно. Обручальное кольцо. Выйти замуж, жениться. Свадьба. Венчание. Жених. Муж. Ты выйдешь за меня замуж? Да, я люблю тебя. У нас с тобой любовь. Что? По-другому можете показать. Ага. Ой, вау, я так рада, я так счастлива. Предложение. Сделать предложение. И Лилия, погромче говорите. Ага. У нас мало секунд. Кто? Муж, парень. Что? Забота, ласка. Да. Муж, ласка. Ласка мужа. Время. No! Время. Заботливый муж. Красивый муж.
Если бы было бы чуть больше времени, я думаю, что Амалия угадала бы. Это был заботливый муж. К сожалению, ваша фишка стоит на месте. А команда синих продолжает игру. Виктория, бросайте кубик. Нам что сегодня не везет, Сталь. 3. 3, 2. Да ладно. Говори. Говори. Виктория. Я думаю, что с этим заданием вы точно справитесь. Поехали. Так, это железо, ну то есть не железо, а металл, который... Металл, именно какой-то металл, то есть очень крепкий такой, как говорится. Алюминий. Серебро? Сталь? Да, но какая именно? Она прям очень хорошего... Сталь крепкая. Не, она очень крепкая, но как можно называется? Например, есть Железо. плохое, а есть хорошее. Чистая Что? сталь. А, ой, нет. Стальная. Нет, а как сказать-то, типа, как говорят, плохо или хорошо, как называется? 10 секунд. Сталь плохой. Карат. Нет, прям... Высококачественная сталь. Да, правильно. Миндальная связь. Абсолютно верно. Два шага Высококачественная сталь. Нет, они продвигаются еще. Супер, просто Снизу. молодцы. Ага. Раз, два, три. 3. Я думала, что вы А почему 3? 2 же у них. Два же. Два. А мы уже к тройке Да, привыкли, да? все верно, два. Вот сюда вот. Тогда неправильно. шли. Неправильно. Раз. Раз и два. Вот, вот человечек. Ага. Круто угадали на последней секунде. Ну, Супер, это молодцы. Амелия. Да. Так, команда красных продолжает. Так хорошо объясняешь. Напряжение потом такое. Кроме Амалия бросает пятерки, да? кубик. Два. Рисовать. Рисовать. Ой, мамочки, Теперь это... рисование. Поехали. Два слова. О, Круг. Что? Сумка. Ой, мамочки. Вообще ничего не вижу. А как это нарисовать-то? Сумка? Что? Нет. Кошелек? Мухи? 20 секунд. Ой, Меньше 20. человек? Радуга. Озеро? Нет. Гора. На это не смотрите. Говорить нельзя. Два слова. Что это? Я не понимаю. Время. Ответ какой был? Ответ какой? Ответа арена цирка. Арена цирка. Арена цирка. Так, к сожалению, ваша фишка стоит на месте, поняла. а команда синих, фемидовцы, продолжает борьбу. У них осталось совсем немного шагов до финиша. Давай Афанасий. сразу 5. 6. Раз, Шесть. два, 6. 6. Каточку брать. Вам нужно, значит, ответить на два вопроса, как я вам вначале говорила. Поехали. Треугольник. Церковь? Молиться. Бог? Это два слова, да? Превозносить Бога. А, это Испания, да, типа, которая мертвые. Мексика, точнее. Играет на гитаре, поет, выступает, хор. Говорить нельзя. А, хор, церковный хор. Нет? Под губами, пожалуйста, Человек. не надо подсказывать. Восхваляет. Можете еще подробнее показать. Ну это невозможно. Как, Давай, как я это 8. покажу? А, говорить нельзя. Ну, 5 секунд. Ваш я не АИ, что ли? ладно, все. Время. Ответ какой? Я забыл уже. Фанаты поп-звезды. А тут... Ой, Фантазии фаната поп-звезды вроде бы. типа... Фанаты. Просто фанаты поп-звезды. Так, Команда вы не справились с красных. заданием. Блин, Команда было так красных, легко. у вас есть шанс. Возможность. Шестерку. Давайте шестерку. Да, у вас будет больше шансов тогда догнать. Два. Почти. Опять рисовать. Давай. Хорошо рисуешь же, да? Да, вроде. Поехали. Два слова. Коробка. Дом. Дом какой-то. Замок. Замок. Принцесса в замке. Король в замке. Замок. Дворец любви. Дворец. Чего? Ну, Чего ты? Дворец любви. Любовный дворец. Рисуй дальше. Это что? Это замок, дворец, Шрек. Церемония, это ЗАГС. ЗАГС. Спасти рыцарей. Ну, венчание. Два. А что за два слова? Я не знаю. 10 секунд. Бракосочетание. ЗАГС.
Бракосочетание Свадьбы кого-то? в ЗАГСе. В замке. В замке. Вы были рядом, вы оба слова сказали, но не соединили их вместе. Дворец бракосочетания. О, жесть. Ну, можно, вы же практически сказали. Лиля очень хорошо написала. Да. Прям идеально, мне А что кажется. там внизу было? Дракон какой-то. Кольцо, кажется. Шрек мне понравился вариант ответа. Шрек. Так, команда синих, я вам напоминаю, что если вам сейчас кубик покажет цифру больше, чем 5, значит, нужно справиться с двумя заданиями. Окей? Так, Амелия. 4. Это пантомима, и если вы с этим справляетесь, вы победили. Поехали. Пояс, Карман. штаны, А, пистолет в кармане, Как эта штука называется, когда револьвер, кладешь, да? револьвер. Смотри, как штука это называется, когда оставляют, типа, в пистолет? Ну, короче, у тебя Мешок для окопы обычно. пистолета. А я не знаю, как называется. Ну вы Я тоже поняли, не да? знаю. Хранитель, типа, пистолета. Страж пистолета. Сумочка для пистолета. Ну да. Ну, типа, Пояс для пистолета. нет, это ремень идет, да, и потом здесь идет такая вот штучка. Ну, а я не знаю, как это А, у меня нет называется. пистолета, я не знаю. На кону победа, ребята! Так у них они там вообще можно. Вообще не считается. Ага. Время. И это слово называется? Кабура. Кабура. Мы не знали. Вам на будущее. На будущее понадобится. Так, и команда красных, давайте. Мы должны сделать. Сейчас будет камбэк. Только не 5. Говорите, Ангелина, говорите. Поехали. Маффин по-другому. Кекс. 2 секунды. Амелия угадала, абсолютно верно. Двигайте вперед. фишку на 1 шаг вперед. Ребята, это знаменательный момент. Команда правоведы. Молодцы. Так, Фемидовцы. Фемидовцы. Виктория. Какая цифра же Вот там сделает? показать. То есть вам нужно сейчас 4, буквы 4, да? показать. либо 2 задания. Вика. 5. 2 задания. Нет. Так, пантомима, Подожди, Виктория, в нет. начале. Поехали. Яблоко кусает? Кусать яблоко. Яблоко? Есть яблоко. Я забыла. Кусает. Объедается? Наелся? Наелся яблоком. А ты буквы нарисуй пальцами. Нельзя. Нельзя. Кушает, но... Переваривание яблока. Наелся? Пищеварение. Объелся? Пищеварение. Улыбается? Счастлив? Наелся. Наелся и спит. А, Яблоко кусает. Без звука. Вкусное? Вкусная еда. Аппетитное? Гастрономическое удовольствие. Все вместе? Аппетитное яблоко? Да, все, Абсолютно верно. С первым заданием вы справились. Присаживайтесь. Виктория. И теперь для вас вопрос Амелия. от нашего филолога, Для преподавателя всей команды. СВФУ. Отвечает вся команда. Филологический вопрос. Придумайте синоним к следующему слову, пришедшему к нам из английского языка. Рандомно. Случайно. Все согласны? Ваш ответ Случайно. Все согласны? Давайте узнаем правильный ответ у преподавателя СВФУ Дмитрия Жиркова. Мы победили. Правильный ответ – случайно. Случайным образом. И победителем сегодняшней игры становится команда Фемидовцы. Браво! И мы вручаем вам от имени нашего телешоу «Телеактивно» возможность устроить себе вкусное застолье. А поможет вам в этом кафе «Дан-Дан». Пожалуйста. Дам-дам. Так, ребята, вначале двигайте вашу фишку на 4 шага вперед. Можете все Вы можете вместе. сделать это Давайте все вместе. вместе. Символическое. И... Под аплодисменты. Нет, Раз, два, три, 4. Уху! Так, и ваша возможность устроить себе пиршество. Аплодисменты команды противников не было, да? Присаживайтесь, ребята. Присаживайтесь. Какие ваши впечатления от сегодняшней игры? Ребят, вы, девочки, не расстроились? А какое задание больше всего понравилось? О, я знаю, где-то там вкусно. однозначно.
Ну а так пантомима Это очень пантомима, да. Уна против Ой, Якуба. прям любимая. Она Далеко. несложная и в то же время нелегкая. Ну вот, Среднячок. ну вот «Кот в мешке», скриншот, сложно было, да? Да, Вот конечно. «Властелин колец», «Гарри Поттер», Это же «Ведьмак», слишком немножко много, режиссер вас, конечно. конечно, запутал. А так игра очень интересная, конечно, жаль, что мало. Мы поиграли. Приходите Могли к нам дальше еще. Обязательно Можете придем. передать всем близким, родным, возможно, привет. Мама, я в телевизоре. Камеру говорите. Мама, На я... камеру, вот, да. на вон ту камеру можете передать привет. Вон там. Вон ту. Передаю всем своим близким и родным большой-большой привет. Ты будешь? Ты будешь? Нет. Передаю всем своим близким, друзьям, учителям привет. Я из города Якутска. Я очень рада, что меня сюда позвали. Это была моя мечта с самого детства. Вот. Спасибо. Хорошо. Спасибо вам, Ангелина. Так, ребята, Виктория, Афоня, Амелия, как ваши впечатления? С каким настроем вы пришли к нам сегодня на игру и оправдались ли ваши ожидания? Вы были уверены, что победите? Конечно. Афоня особенно. Это же мне сидит президиум ассамблеи. Да. Ну вот видно, да. Девочки. Какое задание вам меньше всего понравилось? Пантомим? Кабурата самая. Да, Пантомим. Кабура. Что-то слишком часто Сложное слово, попадалось. то есть как-то вы его не слышали раньше, да? Да. Да, нет. ну как-то только одно задание попадалось. Да, как-то везде скучновато пантомима как-то и- было. Кстати, да. Один раз только разговаривает, а у меня только. Мне рисовали. Не, ну, Виктория, вы с объяснением высококачественная сталь справились прям Да. чудесно. И Амелия угадала. На последних секундах угадала. Молодцы. Огромное вам спасибо за участие в нашей викторине. Ну что ж, дорогие друзья, порой даже самое простое слово довольно-таки трудно угадать. Учитесь понимать друг друга вместе с нами. Это была игра «Телеактивно». Встретимся на следующей неделе. Пока-пока! Ой.